Ular aytdiki, portlash bo'ldi dedi. 16 февраля исполнилось 25 лет с трагических событий в Узбекистане. Утром 16 февраля 1999 года в Ташкенте в течение часа произошло 5 мощных взрывов. По официальной информации погибло 13 человек, свыше 100 пострадало. Первый президент Узбекистана Ислам Каримов в тот же день назвал теракт попыткой покушения на его жизнь и обвинил в произошедшем так называемых религиозных экстремистов и фанатиков. Я могу совершенно ответственно заявить, что исполнителями взрыва были религиозные экстремисты, фанатики. Этот день стал отчетной точкой резкого изменения внутренней политики режима Каримова. Начались массовые репрессии в отношении любых оппонентов режима, в особенности исламских активистов. Десятки тысяч жителей страны были осуждены на длительные сроки лишения свободы, тысячи подвергнуты жестоким пыткам, тысячи убиты. Миллионы жителей были вынуждены эмигрировать, спасаясь от репрессивной машины режима Каримова. Тысячи людей собрались на площади в тот день там. А реакция была так: взять в кольцо, оцепить, а потом просто подавить вот таким вот, скажем, кровавым способом. Печальную годовщину прокомментировал узбекский политолог Камалидин Раббимов. Существует много споров о том, кто организовал события 16 февраля. Однако причины известны. Государство не прислушивалось к народу и репрессировало верующих. Последствия также известны. Репрессии дорого обошлись Узбекистану. Никакого развития не было ни в одной области. Узбекистан потерял свое место в регионе и в мире. Государство развалилось, люди учились и жили, а нация впала в депрессию. Государство считало людей, особенно верующих, своим самым большим врагом. Своей главной задачей государство считало борьбу со своим народом, его запугивание и деморализацию. Это недавнее прошлое должно стать для нас великим уроком. Такие трудные дни прошли с момента возникновения нашей нации. Страшно вспомнить те страшные и ужасные времена. Пожалуйста, пусть больше не возвращаются такие темные дни. O'sha paytdagi hukumatga, to'g'rirog'i Islom Karimovga xuddi shu narsa kerak edi. Bilasiz, Firavunlar davridan boshlab diktatorlar, zolimlar xalqni jipslashtirish, xalqni qo'rqitish orqali jipslashtirish uchun doim mudhish voqealardan foydalanganlar. Примечательно, что до сих пор существуют различные версии произошедшего. Кто-то утверждает, что теракты были организованы СНБ по приказу Каримова, искавшего повод для начала массовых репрессий. Кто-то утверждает, что взрывы все же организовали члены исламского движения Узбекистана, но СНБ знали о теракте и намеренно позволили им его совершить, так как это было выгодно режиму. O'zimiz O'zbekiston xalqining oldida gunohkormizki, chiqib 16-fevralda ba'zi bir narsalarga aldanib qolib, bu zolim diktator kofirlarning va'dasiga aldanib qolib, rol o'ynab, musulmonlarning obro'siga putur yetkazganimiz uchun butun O'zbekiston xalqidan biz kechirim so'raymiz. Как бы то ни было, все сходятся в одном. Взрывы в Ташкенте развязали руки Каримову, который под предлогом борьбы с терроризмом изменил и страну, и народ. Шрамы и травмы у 35-миллионного населения от почти 20-летнего невыносимого насилия останутся еще надолго. Andijon voqealarida davlat mudofaa xizmati deymizmi, bilmayman, qurolli kuchlari deymizmi, tinch aholiga nisbatan o'q uzgan. Ba'zi bir jihatlar orqali shu qurolni ishlatishi nomunasib bo'lgan. O'shuning uchun o'q uzilgani tinch aholiga nisbatan.